Приветствую, мои дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 8 июня. Смотрим с вами, это среда, на колоде «Цыганский пасьянс. События дня». Ну или карта дня, как вам нравится. Так, Овны, 8 июня. События дня для Овнов. Покажите мне. Среда. Якорь. Первое, что вижу. Якорь показывает всегда зависание в каком-то месте, да, то есть когда мы где-то надолго задерживаемся. Ну вот выпадает болезнь, может показывать, например, в больнице, да, когда мы проводим несколько часов, да, вот в больнице. Плохое самочувствие может показывать еще череп. Да, может, из-за плохого самочувствия мы, допустим, остаемся дома. Так, успех еще выпадает у вас. Ключик, все в ваших руках. Подарок. Деловое общение. Показывает, деловое общение будет успешно благодаря, возможно, какому-то подарочку. Так, хорошо. Смотрим теперь периметр. Горизонтали, вертикали. Колокольчик, пустые разговоры. Также будут в этот день у вас здесь я не вижу. Здесь, смотрите, еще события в доме, да, могло получиться. То есть здесь либо событие, либо череп. Если вы первый увидели домик, тогда у вас проиграется домик, а не череп. Домик — это событие в этот день. Значит, смотрите, получается, у вас якорь показывает, что вы где-то можете провести несколько часов в одном месте. Ключик показывает, что все будет у вас получаться, удаваться. Болезнь, тема медицины, да, либо плохого самочувствия, тема здоровья. Деловое общение с кем-то очень успешное и подарочек. Не знаю, то ли вы с подарком придете, то ли вам подарят подарок, может быть, на этой встрече. Так что вот такая информация у меня для вас, Овны, на среду. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Тельцам. Так, смотрим Тельцы. Восьмое июня. Среда. События дня для Тельцов. Покажите мне, пожалуйста. Змея. Первое, что у вас вижу, это завистники. Ну или какой-то человек, которого лучше опасаться. Интимная связь. Отличное настроение.
Ножницы, решится какое-то дело. События в месяце еще. Какое-то событие, которое постоянно с вами происходит. Письмо. Получение документа, справки, бумаги, да, то есть и рядышком ложится решение вопроса, да, то есть, возможно, да, вот, если у вас будет на этот день что-то намечено, то точно вы все получите, все решите. Ну, и тут я не вижу совпадение по вертикалям. Получается, у вас в этот день будет общение, да, с человеком-змеей, ну, которого, да, вот, лучше обходить стороной, опасаться. Затем у вас будет интимная связь, отличное настроение, решится какой-то вопрос, вы что-то получите. И может быть событие, которое постоянно с вами происходит. Каждый месяц, может быть, даже в этих числах. Иногда даже числа совпадают. Еще увидела неприятность, пока рассказывала. Также может быть какая-то неприятность. Вот будьте осторожны. Увидела, видите, я не случайно, наверное. Так что надо остерегаться вам. Возможно, неприятность будет связана, да, вот сразу идет после змеи. Этот человек доставит вам неприятность. В общем, надо быть начеку, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. 8 июня. Среда, события дня для близнецов. У вас тут ничего я не вижу. Подарок только увидела. Ага, смотрите, еще могла быть деловая встреча. Если вы первую встречу увидели, значит, у вас встреча проиграется. Так, проверяем. Теперь еще смотрим горизонтали, вертикали. Может быть, еще что-то тут будет. Да, есть события в месяце. Ожидание, кораблик. Так, здесь нет совпадений. Получается, у вас 3 события. Я увидела. Это получение подарка. Ну, иногда еще проигрывается, как мы дарим подарок. Потом тут уж вам виднее, да, то есть это вы или вам подарят. События в месяце. То, что повторяется каждый месяц. И ожидание. Да, то есть может еще быть в этот день ожидание. Ожидание подарка, или вы ожидаете чего-то, кого-то точно будете ждать в этот день. В общем, 3 вот таких события. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу дальше к ракам.
Так, раки, смотрим, что у вас. 8 июня. События для раков, среда. Солнышко, отличное настроение у вас выпадает, первое событие. Финансовые операции, мешок с деньгами. Так, секундочку. Так, продолжаем, смотрим дальше. Получение новости будет, смотрите, и тут же выпадает рядышком тайна. Открывается тайная информация, какой-то секрет, возможно, какая-то интересная новость будет. События в месяце и любовь. Дорога. У вас прям много событий. Деловое общение. Причем общение ложится рядом с событием месяца. Возможно, вы каждый месяц с кем-то общаетесь. Угу. Так, смотрим теперь, что у нас. Горизонтали, вертикали. Успех сразу вижу еще. Ну, здесь не вижу. Значит, у вас, смотрите, точно будет хорошее настроение. Будут какие-то финансовые операции, то есть это траты, покупки могут быть. Вы получите новость. Очень, возможно, это откроется какая-то тайна, какой-то секрет, что-то, что было спрятано от вас, да, долгое время скрывалось, вы узнаете. Все хорошо будет в личной жизни, может быть поездка, и будет какое-то еще общение, которое принесет успех, да, вы с кем-то пообщаетесь, и событие, которое происходит с вами каждый месяц еще может быть. То есть это вот может быть общение, похоже, что, может быть, вы раз в месяц с кем-то встречаетесь и общаетесь, вот может так проиграться. Так что, раки, вот такие у вас интересные события. Ну, все положительные, плохих тут нет. Ну, единственный вопрос, какая-то тайна, конечно, будет, да, иногда тайны какие-то неприятные открываются, если только так. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к львам. Так, львы. Восьмое июня. Среда. События дня. Сразу же у вас выпадают весы. Это выбор, да, то есть какие-то колебания, сомнения, выбор. Деловое общение. Успех.
Цыпленок показывает общение с детками. Свидание. Приглашение. Так, смотрим с вами, что тут горизонтали, вертикали покажут. Горизонтали нет. Вертикали тоже я не вижу. Значит, получается, вы стоите перед каким-то выбором. В этот день у вас будет деловое общение, успешное, скорее всего, да, то есть успех следующее выпадает. У вас будет какое-то событие, связанное с детьми, да, то есть что-то надо куда-то отвезти, привезти, да, то есть будете контактировать. Это могут быть не ваши дети, да, то есть это могут быть и крестники, и племянники, там, и ученики, то есть это просто вот по возрасту детей показывает. Дальше может быть еще свидание и приглашение, да, то есть тут вот в личной жизни будет какое-то свидание еще. Так что, девушки, вот такой день получается в среду. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к девам. Девы. Восьмое июня. Среда, девы. Сразу же любовь первая, два сердца. Очень сильные переживания, глубокая печаль. Сейчас пока непонятно. Может быть, покажет, что за повод. Приходит какая-то новость вам, и вы стоите перед выбором. Может быть, вот вас расстраивает, да, эта ситуация выбора. Решится какой-то вопрос дела. Ножницы отрезания часто показывают, отсекание, отрезание. Возможно, это будет связано с каким-то получением, да, документа, справки, бумаги. Решится какой-то вопрос какой-то бумагой. Солнышко, отличное настроение. Дерево нельзя. И ключик еще есть, прекрасно. Ключ показывает, что у вас точно все будет получаться, да, то есть даже несмотря на то, что здесь будет какой-то выбор, да, то есть какие-то переживания, ключ говорит, все равно все будет в вашу пользу. Так что не надо переживать. Значит, получается, все точно будет хорошо в личной жизни. У кого нет, это может быть даже знакомство может показывать. Затем происходит какое-то переживание у вас. Может быть, это будет связано с выбором. Выбор
получение новости, решение вопроса, связанного с документом, бумагой, а потом хорошее настроение. И ключ показывает, да, что в принципе, да, вот для вас нет никаких сложностей, преград, все двери перед вами открыты. Так что замечательный день, да, то есть единственный минус здесь вот может быть только первая половина дня, какие-то переживания будут, но я думаю, что вы с ними справитесь, да, судя дальше по событиям, по настроению. Видно, что все решится по ножницам. Благодарю за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочка на нее будет под этим видео в описании. Да, то есть вы можете прокрутить вниз и там найти ссылку. Если вы по какой-то причине не можете найти, также можете мне оставить в комментарии запрос. Да, так и написать ссылку на первую часть. И я вам тогда оставлю в комментарии ссылочку. Жду вас во второй части.